Здравствуйте, вы смотрите программу «Фокус» на информационном портале LoveMD. И сегодня мы поговорим о теме взаимодействия, взаимоотношений среди межнациональных сообществ Республики Молдова, о том, как сегодня достигается согласие в многонациональной Республике Молдова между группами, которые говорят на разных родных языках. И потому что в этой связи в Молдове все мы знаем, что распространяется очень много дезинформации, в том числе и с точки зрения того, насколько сегодня якобы ущемляется русскоязычное население. Настолько ли это так, сегодня мы будем говорить с нашим гостем, но не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях для того, чтобы быть в курсе происходящих событий. И сегодня наш гость, человек, который как никто знает в Молдове, как сегодня достигается согласие между многонациональным народом Республики Молдова, глава агентства межнациональных отношений Вячеслав Рябчинский. Здравствуйте, господин Рябчинский. Рад, что вы у нас в студии и нашли время для того, чтобы приехать и ответить на мои вопросы. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Я очень рад быть в вашей студии, потому что это хорошая студия. Одно это открытие для меня. Окей, спасибо большое. Тема взаимоотношений, межнациональных взаимоотношений в Молдове. Если мы говорим обывательским языком, то конфликтов между людьми, живущими в Молдове, нет. Если будем рассматривать с точки зрения уже с налетом политики, то мы видим, что всегда политики пытаются разделить многонациональный народ Молдовы, и не всегда это делается очень с хорошими целями или хорошими намерениями. Если сегодня говорить о реальной ситуации, насколько сегодня в Молдове есть ли проблемы взаимоотношений между людьми разной национальности, если говорить о реальной ситуации? Потому что при вашем агентстве есть и председатели, и общины, которые занимаются интересами разных национальных меньшинств и малых народов. Да, вы очень правильно разделили то, что мы называем отношения, да, то, что происходит между людьми, и то, что происходит, когда вмешиваются политики. Да, если посмотреть по социологическим опросам, в Республике Молдова нету неприятия между этническими группами. Степень близости, в социологии есть такое понятие, да, между разными этносами в Республике Молдова достигает свыше 90%. Да? Люди согласны жить, чтобы рядом был сосед, неважно, кто он. Молдаване согласны, чтобы были рядом гагаузы, русские, и наоборот то же самое. То есть это где-то в порядке 90% люди открыты к другим этносам, и они считают, что неважно какой национальности, относятся к людям по другим критериям. Другое дело то, что разделяет или то, что создает проблемы в отношениях между этническими сообществами, это связано, может быть, я бы сказал так, с отношением к прошлому и с видением на будущее. Да, наше население хочет жить вместе, хочет жить в дружбе, но по-разному смотрит на тот исторический путь, который мы прошли, и по-разному смотрит на то, куда мы должны двигаться. И в этом смысле, если взять так основной национальный, основную нацию, да, молдаване, то они имеют одно видение насчет будущего, процент больше. И между другими этническими группами, то, что мы смотрим на куда двигается Республика Молдова, этот процент ниже. И это, я считаю, что это одно из, не проблем, но это
то слабое место, с которым должно работать и государство, но и не только государство. Это должно быть как бы совместное движение, да? Встречная. Встреча, да. Те, которые внутри этнических сообществ смотрят в одном направлении с большинством населения, должны включиться в работу. И с другой стороны, общество в целом должна быть более открыта к сообществам, к этническим сообществам. Господин Рябчанский, проблема ли в восприятии, например, курса какого-то Республики Молдова с самими этническими сообществами, или все же к этому прикладывают, скажем, в кавычки, руки политики, которые имеют определенное влияние на уровне? Потому что если мы будем говорить, например, об украинцах и других национальностях, то они не настолько компактно проживают в Республике Молдова, например, как болгары и гагаузы, и здесь, соответственно, органы, которые управляют или имеют влияние в этих территориях, могут оказывать в том числе и на вопросы предпочтений или восприятия каких-либо вопросов. Да, вы полностью правы. Очень сильный фактор, он именно политический фактор. И это с чем связано? Это связано в первую очередь с информационным пространством. Насколько сообщества подключены к румыноязычному информационному пространству, да? Потому что есть информационное пространство, которое больше предпочтительно для румыноязычных населения, есть информационное пространство, которое предпочтительно для русскоязычного. И вот русскоязычное информационное пространство, оно имеет очень сильное внешнее воздействие, и это создает и эти проблемы, которые в отношении к тому, что происходит в Республике Молдова в политическом плане и в экономическом, социальном, потому что именно информация в конечном итоге определяет отношение людей к тем процессам, которые происходят в стране. А вот если мы будем говорить открыто о европейской интеграции, потому что сегодня внешнеполитический курс Молдовы он однозначен, потому что есть правительство и президент, которые получили на последних выборах большинство голосов избирателей. Поэтому, как бы кому-то нравилось и не нравилось, да, точки зрения в демократии бывают разными, но демократия-то есть, что здесь меньшинство подчиняется большинству. Таков закон, в общем-то, философский с точки зрения демократии. И, конечно, отношение к референдуму 20 октября тоже у каждого может быть свое. Но есть определенная внешняя политика государства, которая внедряет то правительство и та власть, которая получила больше кредит доверия у населения. И в этой связи сегодня, потому что вот в регионах, особенно в Гагаузии и в Тараклии, я бы подметил, что сегодня правительство, будем говорить мягко, недостаточно доносит ту позицию, например, о том, каково положение, допустим, национальных меньшинств или малых народов в Европе. Хотя, если мы посмотрим практику Европейского Союза, естественно, что там автономии и малые народы находятся в большей преференции, чем, например, сегодня в Республике Молдова или у каких-то наших ближайших соседей. Агентство в этом направлении работает или пока ждет каких-то других времен? Нет, вы полностью правы. Я хотел именно это отметить, что сейчас, когда мы начали путь в европейской интеграции, меняются очень многие процессы. И если мы идем по этому пути, то именно исходим из европейского подхода, то, что означает, то, что называется межэтнические отношения. А в Европе вот то, что мы называем положительная дискриминация, то есть приоритет имеют не большинство национальное, а приоритет имеют именно национальные меньшинства. Именно на них сфокусировано внимание. И именно сохранение традиций, культуры национальных меньшинств является приоритетом
политик стран, членов Евросоюза. И, естественно, Республика Молдова начинает двигаться в этом направлении. Она уже до этого, мы ратифицировали все конвенции европейские, что касается национальных меньшинств. Мы подписали конвенцию о языках нацменьшинств. Остается, чтобы эта конвенция была проголосована в парламенте. И дальше все то, что предусмотрено европейской практикой сосуществования разных национальностей, мы должны внедрить в Республику Молдова. При агентстве межэтнических отношений сегодня зарегистрированы около 80 ассоциаций, этнокультурных ассоциаций, с которыми мы работаем очень плотно, так в партнерстве, и вместе внедряем разные проекты, разные идеи в населенных пунктах Республики Молдова. В связи с этим хочу сказать, что в этом году впервые мы вышли с инициативой одной программы на национальном уровне. Программа называется «Consolidarea relațiilor interetnice în contextul integrării europene», то есть консолидация межэтнических отношений в европейском контексте, да, и именно этнические ассоциации, этнические организации являются нашими партнерами в внедрении этой программы по территории Республики Молдова. Что значит эта программа? Это значит, что мы вместе с национальными сообществами, этническими сообществами создаем платформы для коммуникации. То, что мы называем населенными пунктами с молдавским языком, для того, чтобы сблизить с всеми другими национальными этническими группами, да, сообществами. Да. И эти платформы, они могут быть очень разные. Это и экономические, и социальные, и культурно-творческие. То есть это значит организация совместных мероприятий, организация совместных дискуссий, обсуждений, каких-то вопросов, но именно для того, чтобы мы сели вместе, то, что на молдавском языке называется клака. Да? Давайте все вместе строить Молдову. И вот мы видим наш приоритет в этом году именно начать этот процесс, чтобы мы начали все вместе обсуждать. И в этом контексте то, что мы запланировали на следующий месяц, это то, что мы, агентство, будет участвовать в организации таких мероприятий здесь, в Гагаузии, как День города Камрата. Мы будем партнерами в фестивале гагаузского ковра в Гайдаре. Это то, что мы обсудили, но дальше идет разработка разных инициатив. Инициативы должны идти от сообществ. Да, и мы будем работать по этой программе. Эта программа предусматривает, что если мы здесь будет День города Камрат, то к вам приедет в гости вся Молдова. Да, мы хотим поддержать как можно больше, чтобы здесь были коллективы творческие и сообщества. Точно, что к вам приедут и украинцы Молдовы, что к вам приедут болгары, что к вам приедут ромы Молдовы. Потому что мне кажется, мы недостаточно, вообще на национальном уровне, мы не понимаем, насколько интересна Молдова в этом многокультурии. Насколько интересно каждый народ, насколько интересно то, что имеется в каждом народе. И мне кажется, одно из преимуществ, с чем мы идем в Европу, это наше красивое многокультурие. У меня была встреча недавно с делегацией Испании, и мы обсуждали разные там проекты. Они вернулись в Испанию, и они написали там в масс-медиа Испании,
что Молдова – это 400 километров территории, где вы можете приехать и встретить все многообразие Евразии. Ну, вы можете покушать разные кухни, вы можете поговорить на разных языках, вы можете общаться с разными национальностями. Вот это уникальность Молдовы, и мне кажется, мы должны сохранить эту уникальность. Вы согласитесь все-таки, что несмотря на то, что мы уже 30 лет независимости, более 30 лет, но языковой вопрос, который в Молдове стоял в начале обретения независимости, он остался и по-прежнему. Потому что сегодня, плюс есть элементы дезинформации, которые нас искусственно разделяют по языковому принципу. Я имею в виду там, когда пророссийские какие-то политики продвигают идеи о том, что в Молдове ущемляется русскоязычное население, хотя сами люди говорят иное, когда там встречаешь какие-то опросы журналистов у людей, даже которые приезжают в нашу страну. Но сегодня все равно остро стоит проблема владения государственным языком, румынским, молдавским. Пусть каждый, кто нас смотрит, называет его так, как он считает нужным, но вопрос остается острым. Потому что, допустим, по-моему, насколько из моих наблюдений, например, в Тараклии ситуация чуть лучше. Я не знаю, с чем это связано, но там население, процент болгар, понимающих, говорящих на румынском языке, больше, чем в Гагаузии. Но есть и много других национальных меньшинств, малых народов, которые сталкиваются с этой проблемой, а это открывает другие проблемы, в том числе и интеграцию в процессы принятия решений или получения какой-либо работы на уровне государственных структур. Вот в этой части есть какие-либо программы, которые позволят учить государственный румынский язык, молдавский, и для того, чтобы представители малых народов, национальных меньшинств были интегрированы во все процессы, которые происходят в Республике Молдова. Потому что, да, хорошо, чтобы мы поехали и смотрели культуру у себя и соседей, но когда речь заходит о том, чтобы понимать друг друга, мы можем говорить только на русском, или правильнее было, если бы говорили бы на государственном языке? Начну с социологических данных. Самыми дискриминированными, это процент составляет около 26%, считают себя украинцы. На втором месте ромы. Гагаузы не считают себя дискриминированными вот в таких пропорциях. То есть там идет уже меньше 20%, от 10 до 20%. Вот эти две этносы, которые считают себя наиболее дискриминированными. Почему? Почему украинцы? И тут приходим к вопросу языка. Украинцы распределены, как вы отметили, именно в селах, больше на севере Молдовы. И они создали свои какие-то сообщества закрытые. Они выезжают из своего сообщества, где говорят на русском, приезжают в район, и там встречаются с румынским языком, и они начинают чувствовать себя неуютно, ущемленными. С ромами, это те штампы, которые у нас есть, стереотипы, которые сформировались в обществе, и вот это отношение к ромам. Впервые, и опять же, вы правильно отметили, что вот за 30 лет как бы государство не занималось этой проблемой. Да? Приняли там ряд законов, но как внедряется это? Механизмы внедрения, механизмы, результаты, которые мы получаем, никогда этим никто не занимался. И вот только в прошлом году впервые, когда правительство отнеслось к этому вопросу, и впервые были выделены деньги на изучение румынского языка. Тот план, на который рассчитывало правительство, востребование сказалось намного больше. То есть правительство выделило деньги на 4000 человек, которые бы начали изучать румынский язык. Записалось или востребованность на изучение румынского языка было около 12 тысяч.
вследствие чего, именно исходя из востребованности, правительство приняло решение финансировать 10 тысяч мест в этом году, в 2024, на изучение румынского языка. И сегодня по всей стране, ну сейчас закончились, потому что этим занимается Министерство образования, оно разработало куррикулум, и оно курировало вот открытие этих центров по изучению румынского языка. Это программа, которая, я думаю, что будет продолжаться. И я начал приезжать в Гагаузию с 2007 года. Да, и насколько изменилось положение с румынским языком, да, даже люди моего поколения, с которыми я начал работать в 2007 году, сегодня мы общаемся на румынском, он говорит на русском, я на румынском. И они приходят потому что я занимался определенными тренингами, да, они приходят на тренинги, мы говорим на румынском, они все понимают, то есть положение меняется. Не так, как быстро хотелось бы, но положение меняется. И что самое главное, что нету как бы враждебности к изучению языка. Наоборот, есть открытость. Мы хотим изучать язык. И то, что правительство в этом году представило вот эту программу, она очень хорошо была воспринята. И я говорил вот то, что Министерство образования занимается именно курсами. Наша задача агентства, мы должны заниматься созданием условий для включения людей или мотивации, создания мотивации для того, чтобы люди пришли на эти курсы. Да, мы поддерживаем создание разных клубов по встречам, но на румынском языке, потому что люди пришли, скажем, на курс, они получили какие-то знания, но дальше возвращаются в ту среду, где забывается язык. И вот тут уже включаемся мы, когда поддерживаем встречи с актерами, приезд театров на румынском языке. И как бы создаем вот эту среду, когда человек начинает включаться в то, что мы говорим, в информационное пространство на румынском языке. Господин Рябчинский, что касается вот языковой ситуации, потому что, например, в Гагаузии есть проблема не только с румынским языком, но, к моему большому сожалению, есть проблема и с гагаузским языком, несмотря на то, что несколько лет назад Народное собрание принимало закон о расширенном функционировании гагаузского языка, но эти усилия оказались недостаточными. Последующие власти немного свернули программы, которые предусматривал этот закон. Но сегодня людей, говорящих на гагаузском или имеющих желание читать на гагаузском или употреблять информацию, потреблять на гагаузском языке, их мало. И даже нет потребности. К сожалению, это вот реальная ситуация, которая есть в автономии. И в этой связи у меня к вам вопрос, потому что вы, получается, возглавляете государственную структуру, которая должна способствовать, и, как вы говорите, мотивировать тому, чтобы у людей той или иной этнической принадлежности было желание говорить на своем языке и продвигать свою культуру. А в этой части какие-то политики будут внедряться касательно не только румынского языка? Я хочу отметить, поскольку я пришел из сферы культуры, да, и по определению, что является идентификацией определенной нации, да, в первую очередь это язык. Язык, культура, традиции, ценности, которые это все определяет идентичность, национальную идентичность. И когда нация или этнос отказывается от языка, это самый важный шаг к тому, чтобы потерять идентичность. Потому что это, я сказал, в первую очередь язык, потом идет культура, традиции и все такое. Я считаю, что движение должно быть с обоих сторон. В первую очередь со стороны гагаузского сообщества. Да? Мы должны работать над тем, чтобы гагаузы начали
мындри, И гордились. чтобы они гордились, что они являются гагаузами. Они должны знать свою историю, они должны знать людей, личности, которые сотворили эту историю. Есть много людей, которые принесли свой вклад в развитие Республики Молдова. И тогда, как ты являешься частью этой страны, и ты знаешь, что твой народ, твои люди твоей национальности сделали столько для этой страны, это уже создает определенную мотивацию к тому, чтобы ты гордился, что ты, ну, в данном конкретном случае, что ты гагауз. Да, мы говорим о румынском языке, но сохранить свою идентичность и продвигать гагаузскую культуру, это, я считаю, что это не только то, что происходит здесь, в Гагаузе, это и национальная политика, то есть на центральном уровне. И когда наши усилия будут совместными, да, я думаю, что мы сможем прийти к тому, что молодежь, потому что они сейчас находятся вот именно в процессе обучения, они проявили интерес к гагаузскому языку, они знали бы этот язык и дальше развивали культуру, потому что язык – это уже то, что формирует национальность. Господин Рябчинский, вот вы сказали о тех проектах, которые вы сейчас начинаете внедрять в партнерстве с некоторыми местными властями в Гагаузии. И у меня возникает вопрос. Эти проекты будут реализовываться через этноорганизацию, которая находится при агентстве, я имею в виду общину гагаузов Молдовы, или это прямое партнерство с некоторыми местными органами власти в Гагаузии? Мы привлекаем общины, то есть организации этнические, потому что они как бы наши партнеры в работе с местными сообществами. Но это не значит, что только с ними. Потому что мы открыты к сотрудничеству и с местной администрацией. Да, идеи, инициативы, которые идут от местных администраций, мы готовы поддержать. Именно в контексте вот этого проекта, когда мы говорим о сплоченности, о межэтнической сплоченности в Республике Молдова. Вот мы в мае и в июне проводили опрос по моменту влияния дезинформации и пропаганды на территории Гагаузии. И один из вопросов в анкете был, какие темы наиболее болезненные в этой части воспринимаются со стороны жителей автономии. И среди прочих там страхами про НАТО, Евросоюз было в том числе там ущемление прав Гагаузии и проблемы, связанные с гагаузским языком. И здесь у меня вам непосредственно вопрос к вашим функциональным обязанностям, потому что сегодня тот контекст, в котором взаимоотношения, в котором находятся Гагаузия и центральные власти, ну, скажем так, не самый конструктивный и не находится в самом лучшем, да, моменте своего там развития и взаимоотношений, потому что нынешняя региональная власть обвиняет Кишинев в ущемлении прав гагаузов и автономии. Центральные власти имеют свои обоснованные претензии к нынешней региональной власти. Вам, получается, людям, как агентству, которое должно быть определенным арбитром в этих моментах, как приезжать в Гагаузию и находить, допустим, диалог с представителями тех же органов местной власти в этом контексте. Потому что здесь же всегда реакция такая, что Кишинев у нас что-то всегда забирает. Забирает политические полномочия, забирает то, забирает это. И, в общем-то, не всегда просто вести диалог. Ну, мы в первую очередь ориентированы на сообщество, то есть на местную администрацию. Мы исходим из тех проблем, которые существуют там. Вот я говорил про этот проект КРИН, да? И он именно ориентирован на местные сообщества. Эти все мероприятия, они происходят в селах. Да? Мы хотим начать разговор с людьми, да? Через политиков, не через политиков, обижая политиков, то есть непосредственно. Потому что политики, да, они представляют
так называют, или можем называть так, представляют население, но обычно за них голосует определенная часть населения. Мы ориентированы именно на проблемы сообщества, и мы хотим работать с этими сообществами, с местной администрацией, потому что они все ближе всего к этим проблемам. И мне кажется, это то, что не было сделано за многие годы. Мы как-то больше, если говорим про агентство, мы как-то больше были ориентированы на работу в Кишиневе, да, потому что там представлены все национальности, проводим большой фестиваль межэтнический в сентябре, да, и в этом году мы тоже будем проводить. Но я поставил задачу по-другому. Давайте выходить из Кишинева, давайте ехать по стране. И я вижу именно нашу задачу как агентство, именно работать с селами, где преимущественно проживают люди другой национальности. Да? И у нас есть очень хороший опыт, потому что мы говорим вообще о межэтнических отношениях, но есть программа поддержки ромов в Республике Молдова. И вот в этой программе есть такая должность, где там, где проживают Общинный посредник. У общины ромов, да, есть так называемый медиатор коммунитар. Общинный посредник. Общинный посредник, да. И вот мы хотели, чтобы вот этот опыт, то есть этого человека, мы начали внедрять во всех селах, где проживают нацменьшинства. Да, у нас уже создается база данных, там где-то около 200 сел, где большинство составляют нацменьшинства. Мы начинаем укомплектовывать вот эту базу с людьми, которые представляют вот эти села в отношениях с агентством. Вы меня натолкнули на такой вопрос, потому что вот с недавних пор, ну, там, когда проходила реформа органов местной публичной, центральной публичной администрации, до этого вы назывались как департамент, потом бюро, потом агентство, в общем, по-разному называлась эта структура. Но к ней как бы не сочтите, что это камни в ваш огород, извините за такой афоризм, но такое скептическое отношение всегда было к этой структуре, как со стороны национальных меньшинств, потому что вот всем кажется, что там вот есть определенный круг людей, я имею в виду председателей общин, потому что, ну, давайте не будем скрывать, что некоторые общины существуют только на бумаге или в лице там одного человека. Ну, есть такая проблема, да? И поэтому вот хотелось бы понять, сегодня что-то новое будет в стратегии работы агентства? То есть будет ли это на уровне каких-то политик или там вообще вопросов, будь арбитром между центральными органами власти, парламентом, исполнительной властью и общинами этнических групп для того, чтобы снимать те очаги напряженности или проблемы, которые существуют? Вы очень правильно отметили вот то, что сказали, что и в принципе я говорил про это, что агентство в большинстве своем было направлено по своей деятельности именно в центре. Я полностью хочу менять вот стратегическое направление, и поэтому мы начали работать с местными администрациями, именно с селами. Конкретно мы хотим поддержать именно на местном уровне все, что касается вот этих отношений. Но мы опять же исходим из исследований, которые проводились в Республике Молдова. И вы знаете, если взять так по группам и по отношениям к определенным процессам, да, то есть единственная группа, социальная группа в Республике Молдова, которая положительно открыта к разным национальностям, положительно открыта и к работе с Евросоюзом, и к другим национальностям. Это группа, которая находится в постоянном контакте с людьми другой национальности. То есть гагаузы,
который живет здесь, в Гагаузии, но он находится в постоянном контакте с румыноязычным, не знаю, там, родственником или другом, он открыт к тем процессам, которые происходят в Республике Молдова. И как бы с другой стороны, люди, которые не контактируют, которые закрыты, они отрицательны к тем процессам, которые происходят в Республике Молдова. По этим данным, вот 45% гагаузов ни разу не общались с румыноязычными. Для меня это было очень неожиданно. Ну, да, такие цифры. Почему? Да. Это не значит, что они не говорили с румыноязычным. Они, может быть, и говорили с румыноязычным, но они говорили на русском, поэтому не могли определить, это молдаванин или нет. Да? И когда вот провели этот опрос, да, 45% считают, что они не общались с молдаванами. А это большая проблема. Да? Еще хуже, с другой стороны, молдавоязычные не общались с гагаузами, они считают, это около 70%. Это то, что проблемы, которые должны решить... То есть отсутствие коммуникации. Отсутствие коммуникации. Именно вот то, что мы предлагаем, и то, что мы, программа, которую мы начали в этом году, именно в этом состоят. То, что я говорил, давайте как клака сядем и давайте вместе разговаривать, говорить по проблемам, веселиться и идти дальше, то, что называется развитие Республики Молдова. Я не вижу агентства как вы сказали, арбитр, да, или, да. Нет, мы все-таки государственное учреждение, которое должно внедрять государственную политику в области межнациональных отношений. Мы должны хорошо знать положение на местах, и мы должны предлагать правительству вот те инструменты, те политики, которые бы решали проблемы, с которыми сталкиваются именно национальные меньшинства. Вот завершая сегодняшнее наше интервью, у меня есть два коротких вопроса. Вполне возможно, что, может быть, мне будет не очень корректно их задать вам. Но, например, если бы вы оценили по 10-бальной шкале межэтнические отношения или межэтническую гармонию в Республике Молдова, вы бы какую оценку выставили? Ну, я бы исходила... Мой вопрос бы был по отношению к чему? К той ситуации, в которой мы находимся. Ну, скажем так, 7. Потому что, знаете, вот вы задели тему, когда привели сейчас данные по социологическим опросам о том, что 70% молдаван или румыноговорящих не общались с гагаузами. И я знаю очень много примеров, когда коллеги, журналисты, которые, казалось бы, должны знать все про эту страну, считают, что между Гагаузией и Молдовой есть граница, что есть таможня, что нужно пройти пограничный контроль. То есть это люди, которые должны бы понимать, что границ нету. И в этой связи, конечно, задаешься вопросом у человека, который занимается этим профессионально. На какой стадии мы находимся? Я, наверное, правильно оценил, где-то на 7, да? Потому что для меня очень важно, что между людьми нет антагонизма. Да? Люди хотят жить вместе, люди воспринимают друг друга. Я считаю, что это очень хороший ресурс и потенциал для того, чтобы дальше развивать эти отношения. Что мешает развитию этих отношений? Это, я говорил, это информационное пространство. Каждый этнос к какому информационному пространству подключен. Здесь есть работа для государственных учреждений. И это очень плохо было, когда вот Гагаузия, да, политики в Кишиневе посчитали, создали автономию, пусть они там... как-то там варятся в своем соку. Главное, нам не мешайте, да? И это была очень неправильная политика. То, что происходит в последнее время,
и по линии изучения государственного языка, и по линии межэтнических отношений, политики, документы, законодательство, которое внедряется, оно должно способствовать улучшению положения. И если уже мы исходим из последних этих социологических опросов, и именно коммуникация, начать работать вместе, начать жить вместе, начать советоваться вместе. Я думаю, что это может нам привести, ну, не к 10, но к 9 баллам, может быть. Хорошо. Я благодарю вас за то, что вы нашли время сегодня и немного раскрыли скобки о деятельности агентства и о тех проектах, которые вы начали внедрять. И в том числе, конечно, было позитивно слышать о том, что есть проекты, которые будут в ближайшее время внедрены в Гагаузии совместно агентство, совместно с органами местной власти. Напомню, что вы смотрели программу «Фокус» на информационном портале LoveMD. И сегодня мы говорили о межэтнических отношениях в Республике Молдова. И есть ли сегодня гармония между разными этническими группами у нас в стране, и все ли хотят изучать румынский или государственный язык. Напомню, что нашим гостем был директор агентства межэтнических отношений Вячеслав Рябчинский. Подписывайтесь на наши платформы в социальных сетях для того, чтобы быть в курсе происходящих событий.